Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие друзья. Сегодня мы с вами узнаем о самом любимом деянии перед Всевышним Аллаха Тааля. Если хотите узнать, оставайтесь с нами. А для начала я бы хотел сказать, даже пояснить, я бы сказал, деяний, которые приближают к милости Всевышнего Аллаха Тааля, очень много. Это и намаз, и ураза, и курбан, и садака, и хадж. Их можно перечислять и перечислять. Но самое любимое деяние перед Всевышним, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, о нем как раз и говорит. «Ахаббу а'амали иляллахи адвамуха ва ин каль». Самое любимое деяние перед Всевышним, Аллаха Тааля, адвамуха, постоянное действие, постоянное деяние, даже если это постоянное деяние очень маленькое. В любом деле очень важно, чтобы было постоянство. Например, если вас поставят перед выбором кушать в 3 дня 1 раз очень много или каждый день по 3 раза кушать, какое действие вы выберете? Конечно, здравомыслящий человек выберет постепенно, каждый день, с утра, в обед, вечером, равномерное, правильное, полезное питание. Или спортом. Например, 1 раз в месяц сходить в спортзал, хорошенько позаниматься, а потом целый месяц не ходить. Или каждые 2-3 дня сходить в спортзал, немного позаниматься. И в итоге эффект у того, кто занимался понемногу, но постоянно, в состоянии постоянства, эффект будет намного выше. То же самое и в духовности, дорогие друзья. Если мы хотим достичь довольства Всевышнего Аллаха Тааля, мы должны научиться постоянству. Есть люди, которые, услышав о ценности, например, намаза в 100 ракаатов, начинают его читать, но потом неделями вообще никакую молитву не вспоминают и даже не хотят. Потому что перенасыщаются, и у человека появляется такое небольшое отторжение. И вот перед Всевышним, как говорит пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, самое любимое, подумайте, это самое любимое. Да, все действия любимые, но самое любимое – это маленькое, но постоянное, потому что человек постепенно, постоянно, с любовью, с желанием обращается ко Всевышнему маленькими шажками, но он приближается ко Всевышнему. И это очень важно, потому что если мы делаем шаг один навстречу к милости Всевышнего Аллаха Тааля, то Аллах Тааля к нам навстречу идет. Если мы идем, увеличиваем свои благодеяния, то Аллах Тааля навстречу к нам бежит. То есть Он намного больше к нам приближается и открывает наши пути. Он идет к нам навстречу. И в другом хадисе пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, также нам объясняет. К нему пришел один из его учеников и спросил: «Я Расулуллах, о пророк Аллаха, куль ли фил ислами каулян». Скажи мне, твой совет я хочу услышать, который бы касался духовной части именно религии. И этот совет больше, кроме тебя, чтобы никто не смог дать. То есть он обращается к пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, и просит у него совета. Ведь пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, видел не только внешний облик, он видел сердце человека и видел состояние этого сердца. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, отвечает: «Куль аманту биллах, thumma стаким». С этим маленьким предложением пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, раскрыл огромный кладезь мудрости. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: скажи аманту биллах, уверуй сначала в Аллаха своими деяниями, действиями, словами, потихоньку начинай приближаться к Нему и будь постоянен в этих действиях, благих действиях. И если ты будешь постоянным, это будет очень благое дело, которое получит огромное воздаяние от самого Всевышнего Аллаха Тааля. Дорогие друзья, если мы не знаем даже, вот так случилось, что не умеем еще читать намаз. Например, некоторые люди еще не знают ни одной молитвы и боятся стать на путь религии, на стезю религии. Очень важно не забывать, что Аллах Тааля любит каждого из нас.
И каждое действие, даже маленькая молитва, да, мы должны стремиться приближаться ко Всевышнему Аллаху Тааля своими добрыми деяниями, к милости Всевышнего Аллаха Тааля. Но эти действия начинаются с первого шага. Даже, например, начинаем свой день со слов «Бисмилляхи рахман рахим». В день, например, говорить слова «Ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах» или слова «Астагфируллах», как нам советовал пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в день как минимум 70 раз повторять. И это действие постоянное, оно непременно даст свои плоды. Так вот, дорогие друзья, теперь вы знаете, самое любимое деяние перед Всевышним — это маленькое, но постоянное. Давайте будем стремиться приближаться к милости Творца и получать несметные воздаяния за наши добрые деяния. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.